христианин, но тем более монах, он должен быть самым счастливым, самым вдохновенным человеком. Действительно, потому что ему дано благословение знать путь. И что драгоценнее, дороже этого может быть? Ничего. Как знать Бога и знать Его волю и жить по ней. И это на самом деле каждому доступно. Но, как преподобный Силуан говорит, что вся наша беда в том, что мы горделивы. А если бы мы были смиренными, как дети, то Господь показал бы нам все свои тайны, потому что Он любит нас. Его единственное заветное желание – это приобщить нас, каждого из нас, к полноте своей божественной жизни. Но Он этого не может сделать без нашего свободного, непринужденного, любовного участия. Радуйся, невесто, не невестная, превысшая небесных сил ядреное сияние. Радуйся, невесто, не невестная, ликов девичьих радостей и ангелов превысшая. Радуйся, невесто, не невестная, небес честная сила. В наши дни сознательное, глубокое служение божественной литургии и также сознательное и глубокое причащение святых христовых тайн, то есть самый верный и легкий путь для духовного возрастания. Ничто, как божественная литургия, не развивает человека, не расширяет его сердце, сознание. Это таинство спасения, о жизни, мира. Что сказать? Литургия – это все. Это чаша жизни, это наша жизнь. И, конечно, так можно сказать, что мы ежедневно и умираем, и воскресаем. Поэтому, конечно, это нелегко, очень нелегко. Не только физически, но еще более душевно и духовно. Когда знаешь, как живет мир, и литургия это прежде всего гефсиманская молитва за мир, где испеваешь эту чашу скорбей мира и болезней, конечно. Очень нелегко. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, падшие создание Твое. Дай мне, Господи, идти путем, которым шли все святые Твои, путем смиренного плача, покаяния и послушания.